Здравствуйте, это эстонский язык со Светланой Амбре. Tere, on eesti keel Svetlana Ambrega. И сегодня тема этого видео глагола «жить» в эстонском языке. По-эстонски это будет «elama». И «elada» в да-инфинитиве. Это простой глагол, и вы видите, что у нас оканчивается на «ма», будет ма-инфинитив, и оканчивается на «да», это да-инфинитив. Напоминаю, что в эстонском языке две формы инфинитива, это «ма» и «да-инфинитив, и эти обе формы нужно запоминать. Почему? Потому что прошедшее время образуется от корня ма-инфинитива, а отрицание прошедшего времени от корня да-инфинитива. И если здесь будут разные корни ма и да-инфинитива, то уже, соответственно, и форма будет образовываться по-другому, да, с другим корнем. Итак, а теперь посмотрим, как мы будем спрягать в настоящем времени глагол «жить». Я живу, ма элан. Ты живешь, са элад. Он, она живет, та элаб. Мы живем, ме эламе. Вы живете, те элатте. Они живут, нат элават. И отрицание во всех формах будет одинаковое. Просто откидываем окончание, оставляем корень и получается эла. Я не живу, ма эла. Ты не живешь, са эла. Он, она не живет, та эла. Мы не живем, ме эла. Вы не живете, те эла. Они не живут, над эла. И обратим внимание, какие у нас окончания у глаголов будут в настоящем времени. В лице я будет окончание буковка Н. В лице ты окончание буква Д. В лице он, она будет окончание Б у глагола. В лице мы будет окончание М. В лице вы окончание Т. Здесь легко запомнить, что окончания будут такие же, как и лица. Да? Ме, я, Т. Мы и вы. Окончание Ме, я, Т. И они живут. У глагола будет окончание в лице они, ват. Хорошо, а теперь посмотрим на прошедшее время. Как я уже сказала, прошедшее время образуем от ма-инфинитива, от корня ма-инфинитива. И добавляем признак прошедшего времени си. У простых глаголов это будет признак прошедшего времени си. У глаголов исключения это будет признак буковка и. Итак, смотрим. Я жила, ма эласин. С окончанием «н», да, и признак прошедшего времени «си». Ты жил, са эласит, с окончанием «д», так же, как и в настоящем времени. А дальше смотрим, что в прошедшем времени в лице он, она будет окончание «с», не будет окончания «б». Здесь отличие прошедшего времени, да. Та элас, мы жили, ме эласиме, вы жили, те эласитте. Здесь одинаковое окончание, так же, как и в настоящем времени, да, мы и вы. Ме, те. Хорошо. И посмотрим, как будет у нас прошедшее время в лице они. Они жили, над эласит. И посмотрите, какое здесь окончание. Здесь уже не будет окончания ват. Здесь будет окончание прошедшего времени буковка Д. И формы ты и вы совпадают в прошедшем времени, потому что у них одинаковое окончание буква Д. Са эласит, над эласит. Отрицание в прошедшем времени добавляется в отрицание окончания нут. И к чему мы добавляем? Нам нужно взять корень да инфинитива и добавить корню окончания нут. Тогда получится отрицание в прошедшем времени. И мы знаем, что отрицание в прошедшем времени тоже во всех лицах будет одинаковое. Форма ма эланут, са эланут, та эланут, ме эланут, те эланут, над эланут. Очень хорошо. И на что еще обращаем внимание, как мы произносим буковку Е в эстонском языке. Да, помню, что это не буква Е, как в русском, да, а Ма элан, ма эласин, ма элан, ма эласин. Да? Произносим красиво буковку Вот, теперь вы узнали, как спрягать глагол «жить» в эстонском языке в настоящем и в прошедшем времени. И увидимся в следующем видео. Ja näeme järgmises videos. Head aega! До свидания!